Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Срочная весточка от вашей судьбы. Загадайте, пожалуйста, на себя, вернее, попросите для себя срочную весточку. И давайте посмотрим, что передает вам ваша судьба. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, здесь знак того, что желаемое вы будете держать в своих руках. Вижу человека очень нервного, либо человека, который сейчас места себе не находит, переживает, дергается. Прям мысли, как тараканы, разбегаются, да, что делать, будет, не будет, случится, не случится. Судьба говорит: не волнуйся. То, что ты желаешь, либо то, что ты ждешь, ты будешь держать в своих руках. Да? То есть это случится, это будет, это сбудется, это станет вашим. Да? В своих руках держите. Поэтому хватит так себя напрягать, хватит впадать в безумие, все получится, все будет хорошо. Вы все делаете правильно, либо вы идете правильным путем. И вообще вам, в принципе, эта ситуация по судьбе. Исполнить эту ситуацию вам по судьбе, либо получить желаемое вам по судьбе. Все, выдыхайте, успокаивайтесь. Семерка с вами. Удача, везение, успех, да, добиться, получить. То, чего вы хотите, точно будет вашим. Так, плюс вижу женщину, которая как-то безрассудно тратит деньги. Ну, либо она их не считает, либо она на что-то надеется. Да? Тут судьба вас просит быть немного сдержанней в тратах, да, и деньги считать, да, научиться их считать, либо приберечь. Да, опять же, вы все у меня разные, это отсыпка общая. Не за горами тот день, когда вы сможете купить нечто невероятное, желанное, то, зачем вы так долго охотились, либо то, что вы так долго хотели купить. Вам в один день понадобится большая сумма. Вот. И чтобы потом не напрягаться, сейчас не нужно тратить все под ноль. Да? Нужно немножечко сбавить обороты в тратах и насобирать какую-то определенную сумму, либо начать собирать какую-то определенную сумму. Вот вижу, что будет какая-то покупка. У вас прям глаза загорится. Но это вам нужно, вы это захотите, либо вы уже давно этого хотите. Вот. Лучше денежки поэкономить, посберегать немножко, чтобы в будущем не пришлось бегать и искать, да, где же деньги взять, либо у кого занять. Ну, как такое предупреждение, дружеское предупреждение. Так, еще вам нужно готовиться к какому-то серьезному разговору. Очень серьезный разговор. Разговор даже не просто разговор, а вас будут расспрашивать. У вас будет такое ощущение, что вы, я не знаю, где-то на допросе сидите. Прям такие вопросы будут задавать скрупулезные, очень такие въедливые. И прям как ковыряются в вашей голове, в вашем прошлом. Понятно, что вы все разные. У кого-то, например, это будет собеседование на работу. У кого-то, может быть, собеседование в посольстве. У кого-то еще, да, в какой-то теме, в каком-то моменте произойдет такой разговор. Но вас будут расспрашивать, вас будут допрашивать. Мои хорошие, здесь вам нужно максимально расслабиться, быть естественной и, конечно же, говорить правду. Не могу сказать как, но эти люди, они как будто бы заранее будут знать то, что они спрашивают. То есть знают какие-то факты о вас, из вашей жизни, из вашего прошлого. И задавая вот такие вот как проверочные либо контрольные вопросы, они будут принимать решения по вам.
Они, как, знаете, наперед все знают и вас просто проверяют. Вы должны пройти эту проверку. Не старайтесь менять свое прошлое. Не старайтесь искажать, ну не знаю, действительность. Будьте максимально расслаблены и будьте максимально правдивы, честны. Вот такой совет идет. Ну вот они вас уже рассмотрели, либо они уже все про вас знают. И как проверка, что ли, какая-то будет. Может быть, проверка, либо ну, как убедиться, да, что вы нормальный, адекватный человек, что вы там не врете, не лукавите. Вот разговор. Разговор, кстати, буквально вот через несколько дней у вас состоится. Ну, советы я вам дала. Вы уж там сами смотрите, но главное не провалить этот разговор. Это важно для вас. С правой стороны идет. Так, несчастный мужчина с протянутыми руками плетется в вашу сторону. Вы для него как спасительница, либо как панацея от всего и сразу. Мужчина, который... У него два состояния. Либо он гуляет, веселится, либо он страдает и попрошайничает. Вот как-то так идет. Человек, которого жизнь ничему не учит. Человек, который ничего не хочет менять в своей жизни. Человек живет вот одним днем. Знаете, день прожил, и слава Богу, да? Вот и хорошо. А что там завтра будет, неважно. В будущее он не заглядывает, о будущем не думает. Ну вот как бабочка-однодневка мне идет. Смотрите, в очередной раз где-то он там здоровски покутил, погулял и ползет в вашу сторону. Ну как что-то просить у вас будет. Либо приюта, либо помощи, поддержки, может денег будет просить. Но я так понимаю, что не первый раз он так поступает. И, к сожалению, не последний. То есть у него... какие-то нарушения в психике, скорее всего. Что-то с ним не так. Но он как потерянный, да, потерянный для общества. Ну вот живет, чем-то занимается, кутит, гуляет, да, потом в ноль уходит, либо в минус, ползет к тем, кто может ему помочь. Вы в числе тех, кто ему помогает. Вот он к вам тоже придет, будет что-то у вас просить. Так, что вы должны знать? Ну, вы должны знать, что он идет. Вы должны знать, что верить ему нельзя, да, все его слова – это ложь. Он ничего не будет менять, он ничего не будет делать с собой, со своим образом жизни. Ему это не важно, да, ему так нравится жить. Вот это его стиль жизни. Будете ему помогать, ну, это все, знаете, как затраты, это все в минус уходит. Откажете ему, ну, не факт, что он задумается, да, не факт. Он пойдет к другим людям, у других людей начнет просить. Ну, такое, знаете, странный, конечно, человек. Вот не могу понять, кем он вам приходится, но, опять же, вы все очень разные. Ну, вот опять он идет к вашему порогу, опять идет в ваш дом с какой-то просьбой. Ну, на бабах человек, да, он все уже прогулял, прокутил, и вот идет к вам опять, вот, чтобы вы помогли, приютили, не знаю, покормили. В долг дали. Абсолютно такой, знаете, пустой, да, вот не буду говорить плохие слова, но человек просто пустой, прожигатель жизни, вот, это его характеристика. Ну, либо ее, кстати, может, и женщина. Так, чуть повыше. Чуть повыше. Вы знаете, ждут вас какие-то горячие времена, когда вам нужно будет успевать везде и сразу. Либо одновременно сразу заниматься несколькими делами. Не бойтесь этого. У вас все получится, вы все сможете. Вы не такое можете. Да? Вы просто еще себя не раскрыли в этом плане. Конечно, деньги горячие идут, но куда деваться? Так надо, так придется. Мои хорошие, вам не нужны помощники. Вам не нужны, потому что вы такой человек обязательный. Вы же этих помощников потом начнете контролировать. И понятно, что опять будете терять лишнее время. Здесь судьба говорит, ты умница, красавица, да, либо ты молодец, да, на все руки мастер, ты совсем справишься, у тебя все получится. Главное, не бойся. Главное, начни, втянешься в ритм, попадешь и все сделаешь.
это не навсегда. Здесь вот какие-то дни идут, пару дней, да, в таком авральном режиме, но вы совсем справитесь. Все дела поделаете и собой будете крайне довольны. Да, устанете, лукавить не буду, но тем не менее собой вы будете довольны. Никому ничего не поручайте. Иначе придется потом переделывать, либо контролировать, либо подсказывать, а это лишние временные затраты идут. Да? Вы больше времени потеряете, еще и нервы будете там тратить, если человек не понимает, либо не то делает. Не нужны помощники, вы совсем справитесь. Вот, если не вы, то никто. Вот так. Не бойтесь, все здесь получится. Еще какая-то ловушечка вам тут приготовлена добрыми в кавычках людьми. Что-то красивое, красивые обещания, красивая картинка, да, вот будут вас заманивать куда-то, приманивать, заманивать. Будьте внимательны, будьте бдительны, не верьте на слово. Если какие-то документы показывают, не ленитесь, проверяйте достоверность этих документов, наводите справки, ищите отзывы. Я не знаю, вот нужно что-то сделать, да, чтобы проверить, не верить на слово, даже как не верь глазам своим, да, не верь глазам своим. Попросите какого-то экспертного мнения, обратитесь, может быть, к кому-то еще, да, чтобы человек дал трезвую оценку. Но вот вижу, что замануха идет, что какая-то ловушечка для вас готовится. Не дайте себя обмануть, это очень важно. Если вы дадите себя обмануть, там неприятностей много наживете. Это нужно избежать и не попасться. Особенно вот для женщин такая вот опасность идет. Мужчины тоже в зоне риска, но вот мне почему-то идет, что женщину вот куда-то тянуть, соблазнять, что-то ей обещать, а все это неправда, все это ловушка. Так, еще вижу красивую женщину, которая занимается своей жизнью, своими делами, и у нее за спиной маленький карапуз, но это не ребенок, нет, это мужчина, который гораздо либо младше вас, либо вот его социальный уровень гораздо ниже, чем ваш. Вот, и он прям по вашим пятам ходит, да, по следам по вашим ходит. Прям как пристанет, либо привяжется. Вы так его маните, вы так его соблазняете, он ничего с собой поделать не может. Но здесь с правой стороны у него чистые помыслы. То есть там нет какого-то обмана, либо абьюза, либо желание, может быть, там вам навредить. Этого нет с правой стороны. Он действительно вами очень сильно впечатлится. Он действительно в вас влюбится. Опять же, вы все разные, у каждого по-своему будет. И вот он будет за вами ходить. Вы его будете от себя прогонять, а он еще больше будет за вами ходить. Понимаете, вот такой репешочек у вас появляется. По этому рисунку он даже ростом может быть ниже, чем вы. Но вот прям за вами будет ходить. Как какая-то напасть, да? Привяжется и будет ходить влюбленными глазами на вас смотреть. Но а вам не до него. Либо вы, в принципе, да, женщина такого уровня, что вы не рассматриваете мужчину младше, либо мужчину, который, например, не добился и половины того, что имеете вы. Да, но это неинтересно. Да, неинтересно. И, в принципе, может быть, не впечатлит он вас. Всякое в жизни бывает. Но будет прям за вами ходить. И причем достаточно долго он будет за вами ходить. Смотреть вот этими щенячьими глазами несчастными. Вот. А вы вроде как и не обращаете внимания. Но он же рядом ходит, да? Вернее, за вами ходит. Как вот? Нелегко. Кому-то из девчонок прям нелегко придется. Что поделаешь. А кто в паре в браке, ой, тут прям совсем проблема. Потому что муж ваш вроде как и не ревнивый человек, но напрягаться точно будет. Напрягаться будет. Хотя благодаря вот этому неудавшемуся поклоннику, давайте так назовем, у многих девчонок, кто в паре, кто в браке, идут улучшения в личной жизни. То есть там мужчина вроде как внимания не обращает, да, не ревнует, а потом начнет напрягаться, а потом тоже начнет, да, как-то в вашу сторону вот себя показывать, что я тоже могу за тобой ухаживать, либо я тоже могу для тебя что-то делать. Да, даже какое-то улучшение между вами произойдет. По крайней мере, он начнет стараться. Да. А то он привык, что вы уже его, да, что ему ничего особо делать не надо. А так будет стараться. Так, еще я вижу у вас какой-то праздник. Какой-то праздник, и там какая-то еда, она вся какая-то неправильная, либо плохого качества.
Может быть, в ресторане будете отмечать, может быть, кто-то что-то приготовит. Еда, которую не стоит есть. Ну, либо нет, вообще, в принципе, не стоит. Еда, от которой потом будет плохо. Еда, от которой вы можете получить отравление. Вас сразу что-то будет смущать. Я не знаю, цвет, вкус. Вот вы сразу почувствуете, что что-то не то. Верьте себе, верьте своей интуиции. И если вы не знаете, кто готовил, если вы не видели, как это готовилось, из чего это приготовилось, лучше не рискуйте. Потому что здесь вот как отравление, на отравление похоже. На отравление, да, от еды. Еда некачественная, либо приготовлена без соблюдения, например, там, санитарных норм, там, может, грязными руками, еще что-то. Вот, берегите себя, берегите свое здоровье. Но ваша интуиция вам подскажет, что что-то не так с этой едой. Запах, цвет, вкус, что-то не то будет. Верьте своей интуиции. Носите с собой бутерброды. Во, точно не отравитесь. А здесь у вас какой-то странный конфликт с левой стороны. Вроде как хочется поругаться, но вместо конфликта какой-то очень интересный диалог получится. То есть, ну, допустим, вы кому-то испытываете чувство антипатии. Да? Вас человек раздражает, либо что-то не так делает, но на ваш взгляд. Вы идете разбираться, начинаете общаться и понимаете, что вы заблуждались. Что человек перед вами интеллигентный, правильный, приятный, да, вот прям как чудо какое-то произойдет. Шли ругаться, друга обрели, либо подругу нашли. Ну вот как-то так, интересненько тут судьба так вам показала. Тот, кого вы сейчас недолюбливаете, либо кто вам сейчас не нравится, на кого вы так, ну, не по-доброму посматриваете, с этим человеком вы еще и подружитесь. Поговорите и подружитесь. Какой-то интересный разговорчик вас ждет. Чуть выше мужчина танцует. Мужчина танцует и в руках держит огромный молот. Здорово. Здесь какой-то мужчина работу найдет. Работу, ну, судя по размеру молота, очень достойную. И работать будет приятно, и долго, и зарабатывать будет хорошо. А может быть, это именно то, что мужчина искал. Вы ли, мужчина, смотрите мою отсыпку, либо, может быть, кто-то из сыновей, мужей, просто дорогих мужчин. Вот вижу, что прям танцевать будет. Как-то то ли неожиданно, то ли ответ вот придет. Может быть, человек там разослал 1000 резюме, и вот наконец-то придет ответ. И человек прям танцует от радости. Ну, мужчина танцует. Так, чуть выше. Образ очень замученной лошади, но это какое-то транспортное средство пострадавшее, либо очень сильно изношенное. Везет путника, еле-еле везет, с последних сил везет. Может быть, поломки даже какие-то происходили в дороге, в пути. Уставший путник добирается до дома. Человек, который будет не в лучшей форме, и человек, которому понадобится, как, я не знаю, лечение, уход, что-то понадобится. Вас тут предупреждают. И, кстати, по поводу этого транспортного средства, там без вариантов, только лишь ремонтировать. Ремонтировать, причем как можно скорее, не искушать судьбу, и этим транспортным средством пользоваться нельзя. Ну, допустим, вы водите машину, либо это ваша семейная машина, и она, например, не новенькая, либо вы давно ее, ну, я не знаю, не проверяли, там, как они, техосмотры, да. Может быть, вы куда-то поедете, машинка будет ломаться, вы там худо-бедно до дома дотянете. Здесь сразу говорят, надо сдавать в ремонт, не искушай судьбу. Транспортное средство на ладан дышит, либо там уже какая-то серьезная поломка произошла, и это просто небезопасно. Просто небезопасно, и нужно что-то с этим делать. Вот. Также, например, ваш близкий человек, может быть, откуда-то возвращается, там, с командировки, с какой-то поездки. Он вам рассказывает, что вот представляешь, там то колесо пробил, то еще что-то случилось. И еле-еле доехал. Здесь по-любому нужно ремонтировать. Что-то не так с этим транспортным средством. Плюс я бы еще по такому рисунку посоветовала сделать чистку. Чистку обычную солевую.
будет достаточно. Тем более у нас сейчас Луна убывает, да, до 8 числа, по-моему, у нас Луна будет убывать, поэтому стоит делать. Потому что может еще и глаз дурной, плюс ко всему, да, к поломкам, еще и дурной глаз на машине. Ну, либо на чем вы ездите, может, мотоцикл даже какой-то. Ну, вот прям, да. Не просто так ломается, да, не просто так ломается. Либо поломка уже настолько серьезная, что нельзя пользоваться этим транспортным средством. И нужно его обязательно ремонтировать. Так, еще. Судьба говорит о том, что ваши близкие вами недовольны. Близкие подруги, близкие родственники говорят о вас, говорят недоброе, нехорошее, то, чего вы не заслужили. Если вы чувствуете какое-то напряжение, да, между вами и кем-то, либо люди там в глаза не смотрят, как-то странно себя ведут, не бойтесь начать разговор, да, с того, что случилось, да, почему ты так себя ведешь, что произошло, какие претензии. Говорите, общайтесь, выясняйте, проясняйте. Это очень важно. Мне кажется, что там какое-то недопонимание. Либо люди не поняли, не разобрались, да, и все как всегда. Либо, может быть, кто-то вас подставил, либо оговорил. Так тоже может быть. Но нужно разобраться. Обязательно. В венце очень необычный рисунок. Здесь женщина в виде дракона и мужчина в виде рака. Да, очень яркая, страстная, успешная женщина и мужчина, который, возможно, ни на что решиться не может. Либо постоянно вот такая тактика, да, я посижу, подожду, либо там, сами разбирайтесь, а я пошел в пруду своем посижу. Да, смотрите, мужчина пытается за женщиной драконом успеть. Рак говорит, я тоже хочу летать, я тоже хочу быть в небесах, да, я не хочу сидеть в своем болоте, я хочу быть рядом с тобой, я хочу быть равной тебе, я хочу даже, знаете, как соответствовать, наверное, тебе. Вас это так удивит, вы просто будете в шоке. Может быть, вы этого мужчинку уже списали, да, думали, что зачем мне этот рак, который вечно пятится назад, либо который ни на что решиться не может. А он вас удивит, он вас очень сильно удивит. Девочки, что говорит судьба? Несмотря на то, что вы очень сильно удивитесь, никогда не забывайте, что вы дракон, а он рак. Никогда не забывайте, чтобы потом больно не разочаровываться. Это не значит, что вы хороший, а он плохой. Это значит, что вы разные, из разного теста сделаны. Либо вы идете путем компромиссов и принимаете друг друга такими, как вы есть, чуда здесь точно не будет. Да? Рак не превратится в дракона, и также дракон не превратится в рака. Либо вы научитесь сосуществовать, причем взаимовыгодно сосуществовать, либо надо как-то по-другому решать этот вопрос. Но мужчина будет стараться, может быть, вам что-то будет обещать. Он рак, летать он точно не сможет. Вот чтобы вы для себя понимали. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.